Пешеходный переход, или как мы привыкли называть зебра, место, которое по закону должно быть безопасным. Но так ли это? Каждый день десятки, сотни людей рискуют жизнью, просто пытаясь перейти дорогу. Водители спешат, не замечают или сознательно игнорируют требования ПДД – уступить дорогу пешеходу. По словам студентов Ингушского государственного университета, попасть в вуз – тот еще квест. Иногда встречаются опасные водители, поэтому хотелось бы попросить, чтобы наши люди, ингуши, водители ездили более осторожно, особенно по пешеходам. У тебя лично были какие-то такие проблемные ситуации? 2-3 раза бывало, что меня не сбивали. На этом пешеходе, да? Не на этом, да, на этом. А у твоих знакомых? Да, тоже были такие ситуации. Недавно, например, переходили вместе, чуть приора не сбила. Считаю, что он небезопасный, так как водители не соблюдают правила дорожного движения, ездят очень быстро. Небезопасно, как по мне. Были ли у тебя какие-то проблемные ситуации? У меня не было, но были у моих знакомых. Бывало так, что сбивали, но благо все обходилось. Камеры видеонаблюдения, установленные по периметру нашей телекомпании, зафиксировали ряд нарушений на оживленных переходах столицы. Машины проносятся мимо, не снижая скорости, даже когда пешеход уже ступил на зебру. Водители подрезают, заставляя людей отскакивать назад. Игнорирование знака и разметки – массовое явление. Сотрудники госавтоинспекции говорят, что одной из самых распространенных причин дорожно-транспортных происшествий становится превышение скоростного режима. Уверенный в себе водитель просто в один момент может не справиться со скоростью и в результате погибнуть и причинить вред своим пассажирам. Недавно мы прошли, мимо нас даже не посмотрели на нас, мимо прошли. Машина прошла мимо. Вот так и проезжать, тем более здесь студенты проходят, учатся. Я бы сказала, более скромно, более сдержанно надо было водителям ездить. Вообще, в принципе, пешеход, если он уже начал движение, то водитель в любом случае должен остановиться и пропустить пешехода. Так, если не пропустить его, это нарушение правил, если я не ошибаюсь, вплоть до лишения прав. На данный период в республике зарегистрировано 122 дорожно-транспортных происшествий. Наиболее частыми видами ДТП является столкновение – 59 случаев, 20 ДТП связаны с наездом на пешехода, где погибло 5 и 17 человек попали в больницу. Причины ДТП этих – это превышение скорости, несоответствие скорости конкретным условиям движения. Их 36 ДТП по этой причине, где 6 человек погибло и 41 ранен. Это нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, 27 ДТП, в результате которых погибло 2 человека и ранено 38. И несоблюдение очередности проезда. Также выезд на полосу встречного движения, 10 ДТП, в результате которых 4 человека погибло и 16 ранено. Нарушение на зебре – это не просто штраф, это вопрос жизни и смерти. Пешеходный переход – зона особого внимания и ответственности. От вашего решения за рулем зависят человеческие жизни. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД. Решить проблему аварийности на дорогах можно только общими силами. Водители должны помнить, что их всегда ждут дома. Пренебрегая своей жизнью, они в первую очередь отнимают будущее у других. Амина Зязикова, Султан Магушков, Магаз 24.